Возлюбленные Господом братья и сестры, слава Господу за продолжение дня субботнего, за то, что Господь благословляет церковь нашу в детях, за то, что хранит нас в это непростое время. И тема моей сегодняшней проповеди – это «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Это слова самого Господа к человеку, который говорит через пророка Иеремию. Мы сегодня много вспоминали его пророчеств, и я хотел бы обратить внимание, что это такое благословение. Благословение бывает и мирское, благословение бывает и Господнее. В мирском понимании благословение – это добрые слова человека к человеку, слова напутствия, слова где-то поздравления, пожелания, советы человеку, сказанные человеком. Но в жизни христианина благословение Божие – это гораздо больше, чем просто слова, это Господне присутствие в жизни человека, присутствие в его трудах, присутствие в семье, мир в семье, здоровье человека, благополучие, поддержка и многое другое. Вот это и есть благословение от Господа. И Святое Писание приводит нам много примеров того благословения Господня к человеку, который послушен Богу, к человеку, который боится Бога, человеку, который праведно живет, который ищет Бога с чистым сердцем, который милостивый, милосердный и уповающий и надеющийся на Него. И очень много мест Писания, связанные именно с таким человеком, который уповает и надеется на Господа. Вспомнить, не так давно мы вспоминали пример Иосифа. Все мы знаем жизнь этого человека. Его предали, его продали, его посадили в тюрьму, но, как сам Господь говорит о нем, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Господь присутствовал с этим человеком и давал ему успех во всем, что он не делал. И можно понять, что благословение – это присутствие Божие, а не обстоятельства или те иные моменты, которые сложились вокруг человека. И нужно стремиться к Господу, и Господь поддержит и подкрепит. В 54-м псалме Давид пишет такие слова: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Не написано, что избавит от чего-то плохого, не написано, что избавит от проблем, от забот. Написано, что Господь тебя поддержит. Поддержит – это значит, что не даст тебе упасть. Это значит, что не даст тебя уронить кому-либо. Это значит, что встанет на защиту какой-либо опасности перед тобой. Что бы кто ни пытался сделать, не сделает, потому что перед тобой Господь. Рядом с тобой Бог, и только уповай, только надейся на Господа, только живи так, чтобы быть достойным этой поддержки, этой защиты Господней. И как уже несколько раз сегодня читались слова из 36-го псалма, я зачитаю. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Живи так, как требует Господь. Делай то, что угодно Господу. Уповай и надейся». Написано еще такое, что надежда на Господа не постыжает. В послании к римлянам: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам».
Через подкрепление Духа Святого укрепляется и надежда, укрепляется и вера, и упование на Господа, и Господь, что Господь с тобой, что Господь тебя слышит, хранит и благословляет. И обратно вернуться к словам Господа через пророка Иеремию, что проклят тот человек, который надеется на человека, на власть, на богатство, на все то, что на земле, потому что все, что на этой земле, это временно. Временно, непостоянно и ненадежно. Все, что на земле, может исчезнуть, все, что на земле, разрушится, подвести. И каждый из нас, мы общаемся между собой или с кем-то, с сотрудниками, с друзьями, говорим, что есть такое выражение «не подведи, я на тебя надеюсь». И результат от этого человек все равно может подвести. Все равно человек не делает так, как ты запланировал. И потому что это человеческая надежда, это временная надежда. Человек может обмануть, а Господь не обманет, потому что Господь есть истина. Нет случаев в Писании, где бы Господь обманул, где бы Господь сказал что-то неправду какую-то. И надежда на Господа – это доверять Богу больше, чем себе. И вернуться к 54-му псалму, приносить свои заботы пред Господа. Господь не убирает трудности, как я выше уже сказал. Господь дает еще больше сил и благословения их тебе переносить. И дай нам, Бог, этой поддержки, этой защиты Господней, через упование на Него, через благословение Господне, которое уготовил нам, верующим в Него и надеющимся на Него, о которых говорит нам Господь, о которых учит нас Святое Писание, только бы жизнь наша была достойна этих благословений, этой защиты, этой поддержки от Господа. И для нашего назидания я, возлюбленные Господом братья и сестры, прочитаю 30-й псалом. Встанем на наши ноги. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердыней и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора и ограда моя. Ради имени Твоего вводи меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне. Ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Его, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. И видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты Бог мой. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое, рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое, с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их
под покровом лица Твоего, от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздается сбытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. 118 псалом. Блаженны непорочные, ходящие в законе Господне.
возлюбленные Господом братья и сестры. Я бы для нашего назидания хотел бы прочитать Евангелие от Иоанна, 15 главу. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собираются и бросаются в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедал вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Это заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделаю вам за имя мое, потому что не знаю пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имел бы греха, а теперь не имею извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, которых никто другой не делал, то не имел бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидят меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Аминь. Аминь. И нашей молитвы завершения служения будет петь 22-й псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь пастырь мой, я не
Общение Святого Духа да пребудет со всеми нами вечно.